Минувшие несколько дней любители русского хоккея страны запомнят надолго. Сборная России в финале 38-го чемпионата мира в Хабаровске победила шведов со счетом 5-4 и тем самым вернула себе титул чемпиона мира. Особенно радуются в Коми. В нашей республике повод для ликования двойной. Историческое для региона заседание также прошло в эти дни в Хабаровске. Это действительно для нас очень важное событие, огромная работа, которая проводилась до этого с поддержкой и Министерства спорта Российской Федерации, и Федерации бенди Российской, и, конечно же, проведение чемпионата среди юниоров в прошлом году, и когда триумфально наша сборная стала чемпионом мира, и отзывы команд-участниц, в частности, и финской команды, и шведской команды, и всех тех, кто приезжал в республику, они, конечно, учитывались. Отметим, заявку на проведение такого события наша республика отправила летом прошлого года. Минспорт ее одобрил под гарантией правительства региона. Площадкой через 3 года должен стать крытый стадион на 5000 зрителей. Уже известно, что в основу проекта нашей ледовой арены ляжет похожий объект в Ульяновске, где чемпионат прошел 2 года назад. Сейчас власти прорабатывают схему финансирования. Часть средств планируется получить из федерального бюджета. А пока Коми внимательно присматривается к опыту проведения таких масштабных соревнований в других регионах. Это здорово и почетно, что Сыктывкару доверили провести мировое первенство в 2021 году. Это все-таки строительство нового крытого стадиона. Это совершенно будет другая база для профессиональной команды. Это будет инфраструктура, что в свою очередь даст приток и детям, то есть увеличение детей в детско-спортивную школу. Соответственно, в профессиональном спорте все-таки приедут лучшие команды сюда со всего мира. И будет видно, как играть, как учиться все это. И в то же время будут учиться и тренера смотреть это как наглядное пособие. Также и для судей смотреть. Ведь большая армия обслуживает такие мировые первенства. И все-таки посмотреть, как это проходит на самом высшем уровне. В том, что республика сможет организовать огромный проект на должном уровне, представители русского хоккея уверены. Доказательством этому уже послужило качественное проведение первенства мира среди юниоров в 2017-м. И решение Международной Федерации бенди называют логическим завершением всей цепочки работы оргкомитета и нескольких ведомств во главе с губернатором. Я думаю, что, конечно, Сергей Анатольевич уже в курсе, как это делается. Я думаю, что и те же сооружения, строительство сооружений в Сочи показало, что Сергей Анатольевич придет на высоком уровне. И вы посмотрите, хоккея с мячом на большом уровне уже не было лет 40. И через ровно 40 лет у нас планируется чемпионат мира. Это очень достойно и очень престижно проводить его здесь, в республике. Чемпионат мира, который пройдет в Сыктывкаре уже через 3 года, будет еще одним большим шагом возрожденного хоккея с мячом. Особенно молодому поколению. Попасть в сборную и выиграть звание чемпиона в родных стенах становится главной целью игроков-строителя. Я, конечно, в первую очередь мечтал попасть в «Строитель», попал в «Строитель». Сейчас уже другие мечты, попадание в сборную команду страны. Вот. Но нужно стремиться к этому. В 2021 году Коми будет отмечать и свой 100-летний юбилей, поэтому чемпионат мира – это своего рода подарок для всего региона. По словам главы, его проведение должно стать не только радостью для тысяч болельщиков, но привнести дополнительные инфраструктурные проекты. Константин Куратов, Олег Юшков, телеканал Юрган.